Главной новостью состоявшейся на днях поездки главы Минэкономики Отгура Ардзумба на Ялтинский международный экономический форум 2017 стала встреча с представителями российской строительной компании ВАТ. Перспектива экспорта гранитного щебня всегда интересовала нашу страну. В этот раз деловое предложение носит весьма практический характер и, по сути, переговоры между Абхазией и Крымом стали первым шагом. Вы знаете, что в Республике Крым реализуется федеральная целевая программа по восстановлению инфраструктуры, в том числе и так называемая Таврида, дорога, которая проходит через весь полуостров, больше 250 километров. Значит, у нас в рамках этого форума состоялась встреча с генеральным подрядчиком, который реализует этот проект, это компания ВАТ. В эту компанию входит много компаний, которые по разным направлениям работают. И для реализации этого проекта на территории Крым им необходимы сыпучие материалы, значит, так называемая гранитная щебенка, которая у нас по техническим характеристикам она у нас присутствует. То есть Речь на переговорах шла и о соотношении цены-качества материала. Самым главным в этом деле по-прежнему остаются объемы и гарантии поставок, рассказывает Отгур Ардзумба. Обо всем этом стороны уже говорили. Теперь дело за работой внутри страны. Договорились о том, что, значит, они уже до нашей встречи с ними, они уже предварительно имели контакты с нашими производителями, они уже общаются с ними. И здесь вчера мы общались с одним из производителей, ждем. Сегодня буквально должны приехать представители компании, должны привести нам технические характеристики того материала, который им нужен. Но это сейчас таким техническим языком я говорить не буду. В целом спрос есть, и они хоть завтра готовы покупать. В чем? Есть и проблема, о которой главный экономист страны говорит честно. Со времен Олимпиады в Сочи прошло несколько лет, и работать на большие объемы производителям фактически придется с нуля. Оно уже не соответствует тем нормам и требованиям, которые предъявляет покупатель. Например, там есть у них новые требования, так называемый евростандарт, для продукции, которая им сегодня нужна там. Это первое. Второе. Тот объем и количество, которое им нужно, мы пока вот в том объеме мы пока единовременно поставить не можем. Но опять-таки я им говорил о том, что у нас есть опыт во время Олимпиады и во время вот этих больших глобальных строек мы сумели все-таки, несмотря на инфраструктурные ограничения, которые у нас есть, это и пропускная способность портов, мы сумели тогда выстроить систему. На данный момент представители Министерства экономики уже провели переговоры и с Абхазским морским пароходством, и с производителями. Технически наша сторона способна удовлетворить потребности покупателей, говорит Отгур Ардзумба. И вот сейчас, в данный момент, мы ожидаем приезда этих представителей этой компании. Рассчитываем, что или на этой неделе, или на следующей неделе, когда у нас будет понятная картина по техническим свойствам продукции, по цене и по количеству, которое они хотят, это все будет задокументировано. Мы здесь соберем совещание, позовем производителей этой продукции, продукция которых соответствует тем техническим требованиям, которые предъявляет потенциальный покупатель. Что касается цены на гранитный щебень, то она управляется рынком, и государство тут влиять не может. Однако цена, предлагаемая нашими производителями, является весьма приемлемой. Говоря о государственной выгоде, министр экономики отмечает. Ну, смотрите, сейчас конкретно по цифрам я не готов отвечать, но если те объемы, о которых говорят, там, допустим, там, от 2,5 миллионов тонн кубических метров в течение нескольких лет. Но это большие деньги для нашего бюджета, и не только для нашего бюджета, это рабочие места, это каждый найдет там себе применение, кто-то, значит, транспортные услуги будет оказывать, кто-то другие услуги оказывать. То есть это, как и у нас уже был же опыт такой, это даст очень хороший эффект. И потом доходы получат наши предприниматели, что самое главное, это и у них будет возможность расширяться и так далее. Там же у нас... Любого потенциального покупателя интересует техническая сторона вопроса – цена, качество и сроки. Именно эти аспекты и должны отрабатывать абхазские производители. И, возможно, вслед за грунтовым щебнем откроются новые экспортные перспективы и для других товаров. Илана Казамба, Элеонора Гилаян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.